Привет! В эфире это мы. Саляметизбе. Что-то уже очень похож на наш родной башкирский. А вот еще одна подсказка. Так это же легко. Ракета — это Байконур. Байконур где? В Казахстане. Признаюсь честно, я не удивлен такой подсказке. Почему же? Потому что в Башкортостане можно встретить людей самых разных национальностей, в том числе и казахов. Программа «Это мы» рассказывает, как дружно живут народы в Башкортостане. А их у нас целых 160. Каждый раз любопытные ведущие отправляются в путешествие по культуре и истории одной из народностей. Будет полезно, вкусно, звонко, нарядно и, конечно же, интересно. Казахстан — это вторая в СНГ и 9-я в мире по величине страна. По своей территории Казахстан крупнее, чем 12 стран Европейского Союза. Казахи – коренное население. Но и в Башкортостане они у нас проживают. По официальным данным, их здесь более 4000. Чтобы познакомиться с казахской культурой, мы отправились в 6-й корпус педагогического университета. Казахский язык относится к тюркским языкам. Все верно, как и наш родной башкирский. Поэтому, думаю, сегодня мне будет достаточно легко изучить его. Хотя отличий у наших языков все равно немало. Казахский язык входит в кыпчакскую подгруппу тюркских языков. Он имеет общие черты с татарским, башкирским языками. В принципе, носители этих языков и культур могут друг друга понять. Всего на казахском языке говорят в мире около 12 миллионов человек. Из них в Казахстане 9 миллионов человек, 2 миллиона в остальных странах СНГ, 1,5 миллиона в Китае. Кроме того, этот язык распространен в Монголии, Афганистане, Пакистане, Иране, Турции, Германии. Это Ильяс, он студент факультета башкирской филологии и научит нас казахскому языку. Особенности казахского языка, получается, у нас 42 буквы. Есть специфические буквы казахского языка, их 9. Это Давай я тебе сейчас все специфические буквы казахского языка напишу, потом полностью объясню, расскажу особенности этих букв. Хорошо. Г. Казахский алфавит перетерпел много изменений. Изначально казахи использовали 24 буквы и знака, который разделял слова. Позже казахи перешли на арабское письмо. Все эти буквы есть и на башкирском языке. Г произносится также пишется К, О, по-другому на башкирском языке. Отдельные буквы для О и они пишутся как русское О и как русское Е. Если бы для этих звуков были бы отдельные буквы, то на башкирском языке было бы 44 буквы. Словарь казахского языка насчитывает 166 тысяч слов. А за какое время можно выучить начальный уровень языка? Начальный уровень языка, если вы знаете какой-либо язык из тюркской группы, Башкирский, да. Башкирский, например, или татарский, или турецкий, узбекский, киргизский какой, то можно выучить язык за месяца 4. А получается, тот, кто знает башкирский, тот поймет казахскую речь? Да, потому что башкирский и казахский язык, они очень похожи. Они в одной подгруппе, в кипчакской подгруппе тюркской языковой семьи. Владея казахским языком, вы сможете понимать в той или иной степени турецкий, азербайджанский, киргизский, татарский, башкирский. С 1991 года в Казахстане придумывают новые слова, международные слова, например, как крокодил, аэропорт. А вот на казахском будет колтраон. Слово аэропорт будет әуежай. Слово әуе – это небо. Казахский язык, как большинство восточных языков, отличается тем, что глагол стоит всегда в конце предложения. А как на казахском будет «привет», «спасибо», «приятно было познакомиться»? Привет будет на казахском. Сейчас. Сәлем. Как в башкирском. Как и в башкирском сәлем. Здравствуйте, сәлеметсіз бе? А как будет «приятно было познакомиться»? Танысқаныма қуаныштымын. Танысқаныма қуаныштымын. Это будет приятно познакомиться.
Тыма, танысқаныма танскама, қуаныштымын. кунанштыма. В казахском языке получается много длинных слов, и самое длинное слово, там примерно 40 букв, произносится как «қанағаттандырылмағандықтарыңыздан». Спасибо, Ильяс. Сегодня очень много интересных фактов узнала. Тынсканыма, куаныштым, рахмет, сау болыңыз. Мен де танысқаныма қуаныштымын, сіздерге де рахмет, сау болыңыздар. Ну вот, как я и думала, все оказалось совсем несложно. Хотя над произношением нужно еще поработать. А у вас как получилось? Сможете завтра на уроках поздороваться на казахском? У нас в Уфе много необычных зданий, а в Казахстане, например, есть дом, который протянулся аж на 2 километра. Это дом министерств. Находится он в Астане. Это, кстати, столица Казахстана. Или, если официально, Республики Казахстан. Государство это расположилось в центре Евразии, большая часть которого относится к Азии, а меньше к Европе. Территория Казахстана составляет почти 3 миллиона квадратных километров. Проживает на ней почти 18 миллионов человек. Чтобы стать ближе к космосу и звездам, уфимцы приезжают сюда, в планетарий. А в Казахстане слово «космос» ассоциируется с Байконуром. Байконур – первый крупнейший в мире космодром, расположенный на территории Казахстана. Именно с него был осуществлен запуск первого искусственного спутника Земли и первый полет человека в космос. Запускались пилотируемые космические корабли серии «Восток», «Восход» и «Союз». Ляля-Тюльпан – самая известная мечеть в нашем городе. В Казахстане самая известная мечеть – это Нур-Астана. Открылась она совсем недавно, в 2005 году. Достаточно молодая, но уже сейчас она представляет собой бесспорную ценность для страны и одну из важнейших архитектурных достопримечательностей. Нур-Астана – вторая по величине мечеть в Средней Азии и изящное украшение столицы Казахстана. Размеры мечети поистине поразительны. Они занимают почти 4000 квадратных метров. Тянется своими 4 боковыми минаретами в высоту 63 метра, а между ними сияет главный купол высотой 40 метров. Смотря фильмы по телевизору, мы даже не задумываемся о том, откуда родом актеры. Вот, например, известный во всем мире и очень уважаемый в России режиссер Тимур Бекмамбетов оказывается родом из Казахстана. Также в список известных уроженцев Казахстана вошли хоккеист Евгений Набоков, космонавт Талгат Мусабаев, актер Олег Янковский. Столько всего интересного на территории Казахстана, что нам было так трудно разместить все в нашей передаче. Поэтому ищите в нашей группе в соцсетях еще больше интересной информации. Казахская национальная женская одежда состоит из платья-рубашки кюлек и жилетки кежикей. Молодые девушки носили легкие платья с оборками и воланами. Оборками украшался не только низ платья, но и рукава. Для повседневного использования применяли дешевые ткани, для праздников дорогие. На этой жилетке орнамент в виде рогов барана. Такой узор характерен для всех тюркских народов. Камзол мог быть украшен бисером, каймой, нашивками с люрексом. Молодые девушки носили яркие камзолы, взрослые темных цветов. Также важным элементом наряда были штаны дамбал, которые надевались под платье. В прохладную погоду женщины могли носить шапан, прямой халат с длинными рукавами, который одевался поверх платья. На кукле платье килек, камзол и традиционный женский головной убор саукиле. Костюм женщины практически ничем не отличался от девичьего, за исключением головного убора. На свадьбу надевался конический колпак из ткани, достигавший высоту в 25 сантиметров, поверх которого надевался саулике. После свадьбы женщина должна была носить белый платок, суламу или кимешек. Основной головной убор казахов – бюрек. Чем-то напоминает башкирский головной убор. А вот летний вариант – такья. Мужские шаровары у казахов имеют так называемые клини, представленные специальными вставками из овчины, и называется шалбар-сым. Эти элементы значительно помогают при длительной верховой езде. Кстати, при ношении шаровары заправляются в сапоги. Камзол казахский мужчин называется бешметом. На талии он стягивается поясом с шикленом. В древние времена кафтаны делались из кожи и окрашивались в яркие цвета. В холодное время года носится утепленная разновидность камзола – кокриши. Незаменимой частью любого казахского костюма является шапан. Он шьется из бархата, фетра, сукна и говорит о достатке его обладателя. Казахская кухня – кухня кочевого народа. Бескрайние степи, стадо баранов, коней или диких животных. Рыбные реки веками были основными источниками питания казахов.
Сегодня мы приготовим казахский баурсак. Казахская национальная кухня складывалась веками в соответствии с образом жизни казахов. Блюда казахской кухни не подойдут для вегетарианца. Баранина, говядина и конина – в них основной ингредиент. У казахов в ходу даже мясо верблюда. Рецепты казахской кухни содержат мало овощей. В основном это лук и различные травы. Из теста готовят лапшу для бишбармака и лагмана. Казахские манты – начинка, конечно, мясная. Из напитков популярный чай и, конечно, кумыс. Кисломолочные продукты вообще широко использует казахская кухня. Рецепты современной казахской кухни испытали влияние соседних народов, особенно среднеазиатских. В ходу шашлык, самса, различные десерты и сладости. В чем отличие башкирского баурсака от казахского? Когда казахские баурсаки готовятся, можно добавить кефир. И тогда баурсаки получаются пышными и вкусными. А какие самые популярные казахские блюда? Самые популярные казахские блюда – это бишбармак и курдак. Бишбармак – это традиционное блюдо казахского народа. Что обозначает бишбармак? Это обозначает 5 пальцев, то есть в давнее время кочевники не использовали столовые приборы, а кушали пальцами, руками, то есть. А курдак что такое? Курдак – это мясо, но состоит суп. Курдак особенно можно приготовить из конины, из баранины и говядины. Само название блюда баурсак произошло от казахский слог, что в переводе на русский язык значит «стремление к объединению, брат». Как часто вы готовите баурсак? Баурсаки мы всегда готовим каждый праздничный день и каждую священную пятницу. А кто вас научил готовить баурсак? С детства меня научили готовить мама и бабушка. Баурсаки предпочитают готовить круглыми. Но что это традиционная форма, нельзя категорически заявлять. Они бывают треугольными или четырехугольными, как приготовит хозяйка. Давайте приступим к баурсаку. С чего мы начнем? Давайте. Мы берем ингредиенты: мука, сахар, соль, вода и растительное масло. Теперь будем нарезать. Теперь будем нарезать, да. Правильно, нужно нарезать баурсаки очень крупными и прямоугольными. Баурсаки считают главным атрибутом кухни разных народов – киргизской, казахской. Вот тесто готово, теперь будем нарезать. Давай, ты попробуешь? Надо брать тесто. Вот нож возьми. И можно и резать прямоугольниками и прям. А тесто такое толстое, его не надо раскатывать? Да нет, можно и не раскатывать. Так оно будет пышным и вкусным. А как правильно нарезать, так? Да, прямо. Вот так? Да. И продолжай так. Полосочками, да? Полосочками. А сколько человек можно накормить баурсаком из этого теста? Из этого теста можно накормить 3 или 4 человека баурсаками. Ого! И так, прям. И прямо теперь, да? Тесто готово, теперь можно жарить в горячем масле. И тогда будут они пышными и вкусными. Раньше баурсаки жарили только на бараньем жиру. Сейчас на подсолнечном масле, а ведь это неспроста. Тогда они снаружи покрывались тонкой масляной пленкой, а внутри всегда были мягкими и надолго сохраняли свой вкус. Вот наш баурсак приготовлены уже пышные и вкусные. Прям как пирожки, только без начинки. Ага. Не терпится попробовать уже. Попробуем. Спасибо. И как? Они очень вкусные, на самом деле никогда такие не пробовала. Всегда мы, казахи, делаем баурсаки, и когда свадьба, когда день рождения. Вообще, каждые праздничные дни мы всегда готовим баурсаки. Она считается у нас как хлеб. Мы всегда кушаем баурсаки. Даже за неделю до свадьбы или до какого-нибудь праздничных дней готовили баурсаки. Они даже не портились. Есть такая русская народная поговорка «хлеб всему голова», а у казахов всему голова – это баурсак. Женскими казахскими ремеслами можно считать валяние шерсти, ткани и валяние ковров, вышивку различными стилями и техникой, пошив одежды, при изготовлении войлочных полотнищ для покрытия юрты, различного вида ковров, приданого невесте, одежды, постели, домашней утвари работали, как правило, группами. При этом взрослые женщины обучали девочек всем этим ремеслам. О национальных ремеслах Казахстана можно говорить очень много, так как известно из истории, что мы были кочевниками, как и многие народы, которые существуют и сейчас.
Поэтому наши ремесла все исходят к одному. Мы все тюрки, древние тюрки. Вот. Что касается ремесел, у нас делились они на женские и на мужские. Традиционно мужскими ремеслами считались, к примеру, изготовление оружия. Вот один из ярких примеров. Естественно, это уже декоративные его представления, но на самом деле в изготовлении оружия использовались как металл, дерево. Вот сейчас ты видишь дерево. Также используется в этом случае рог. Он использовался так как он помогал крепче держать рукоять и не натирал руку воину, скажем так. Естественно, ранее использовались более крепкие материалы, чтобы в бою они были более устойчивыми. Следующее из ремесел – это изготовление мебели. Мебель изготавливалась разная, начиная от сундуков, у нас она называется сандак, заканчивая бесик. Это наша традиционная переносная колыбель. Что касается ювелирного дела, оно также относилось к мужскому ремеслу, то есть серьги, вот как ты видишь на мне, а это шашпау. Шашбау крепится у основания кос и спускается по всей длине волос. Шашпау держал косу, немножко подтягивал вниз, тем самым не давая девушке сутулиться. Как ты видишь, тут есть вот такие звенящие точки. Они помогали воспитывать девушку. Если девушка слишком громко смеялась или слишком резко двигалась, соответственно, шашпау двигался так же. И это напоминало ей о правилах хорошего тона. Также в виды мужского ремесла входит вяление кожи. Из кожи изготавливалось очень много предметов. К примеру, это были предметы быта. Как ты видишь, это торсак. В него вливались различные напитки, начиная от молока обычного, заканчивая кумысом. Столько всего мужчины делали, а женщины чем-нибудь занимались? Конечно, существовали и женские виды ремесла. К примеру, вяление войлока. Это ты видишь, например, на этом полотне. То есть, естественно, оно декоративное, но войлок использовался не только в декоративном плане. Из него шили одежду, из него изготавливали ковры, как напольные, так и настенные. Даже наше жилище, юрта, также в изготовлении также использовался войлок. В основе украшений для кос типа шашбау длинная сложного плетения цепочка, часто двойная или тройная, шнур, лента с нашитыми монетами, перламутровыми бляхами. Вы мне столько всего интересного рассказали, а давайте что-нибудь попробуем. Как вплетают шашбау? Шашбау вплетался вообще для кос, то есть у вас, наверное, это называется накосница, то есть на русском языке. У нас было очень много видов, один из них шашбау. Также есть шолпо и есть шаш-тенге. Получается, шашбау, особенность шашбау в том, что она вплеталась в косу, то есть вместе с волосом. Шолпо же вплетался, он не вплетался, то есть он одевался лишь на конец косы. Если ты хочешь, мы можем представить это на тебе. Давайте. Ну как вам такое народное казахское украшение? Думаю, если я приду так в школу, девчонки мне позавидуют. Казахский фольклор уникален. Он включается свыше 40 жанровых разновидностей. В этом выпуске мы освоим игру на домбре. Основу казахского музыкального мира составили импровизационно-эпическое произведение тюркских народов, исполняемое сказителем под аккомпанемент народных инструментов. Прежде чем я научусь играть на домбре, расскажите мне немножко о мире музыки казахов. Мир музыки казахов очень, можно сказать, богат. Богат инструментами, песнями. Инструменты, они непростые, можно сказать. Некоторые инструменты, как двухструнная домбра или кобыз, бывало такое, что они излечивали людей. Есть еще инструменты, как сабазга, даулпаз. И самое интересное могу рассказать о домбре. В 1989 году в Казахстане, в Алматинской области, высоко в горах Майтубе, нашли рисунок 4 человек, танцующих на разных позах.
И самое интересное то, что у них на руках был инструмент. И этот инструмент очень похож на нынешний казахский дамбру. Ученые сказали, что этот рисунок остался с века неолита, можно сказать. Техника игры на дамбре схожа с методами игры на других шипковых инструментах. Левая рука музыканта свободно скользит по грифу, а правая рука дарит по струнам. Так и извлекается звук. Я заметила, здесь только 2 струны. Какой звук может дать эти именно 2 струны? Благодаря 2 струнам можно сыграть что угодно, можно сказать. А сыграйте мне что-нибудь современное. Современные. Лада Седан знаешь? Да, знаю. Похоже? Да, очень похоже. А за счет чего такой звук? Заметила, наверное, нижняя форма похожа на грушу и такой вот длинный гриф. И здесь лады уже. В Алматинской области были обнаружены наскальные рисунки эпохи неолита, на которых древний художник, живший более 4000 лет назад, изобразил пляшущих человечков и инструмент, похожий на дамбру по форме. Я готов научиться играть на дамбре. Какие первые шаги? Во всех школах в Казахстане музыкальных именно учат первый это күй, кинес. Понял? И сейчас показываю вот. Вниз убираешь, вверх убираешь, вниз. Археологические находки свидетельствуют о том, что двухструнные прототипы казахской дамбры появились более 2000 лет назад. Там. 1, 2, 3, Да. получается. Да, надо еще контролировать движение этого пальца, еще руки, потому что иногда не попадаю. Да. Вниз, Получается, и Вверх. сверху, потом вниз, вверх, сверху. 3 раза. Раз, два. А, зажать палец или не Да, надо? зажать. 1, 2, 3. Вот так вот, да, получается? Руки немного болят, потому что когда струны оттягивают, у вас уже рука привыкла, да? Привыкла, да. Так, 1, 2, Руку правильно немного вот кисть вот так вот. разворачиваем. Это да, пальцы сюда, вот надо играть с 2 пальцами. Вот этими Вот этим, пальцами, да? да, желательно. Ага, получается. Потом, Вверх, вниз, вверх, 3 раза. потом 1, 2, 3. А, это зажать Зажимай. надо. Угу. Название дамбра образовано сочетание 2 слов. Дом означает звук, а бра – настраивание струн. А сыграйте мне что-нибудь еще. Сыграю тебе наш народный такой күй. Автор-композитор Курмангазы, знаменитый күй Адай. Этот күй знают все в Казахстане и даже за рубежом. Многие знают, слышали. Надеюсь, ты тоже слышал. Сейчас тебе сыграю. Оказывается, и такой народный инструмент может выдавать современную мелодию, актуальную на все времена. Привет, друзья! Я рад вас приветствовать в Астане, в центре Евразии. И меня зовут Рамазан, я являюсь студентом Евразийского университета, на 4-м курсе учусь. И хотел бы вам немного рассказать про главную достопримечательность нашего города, нашей столицы. Это Байтерек. Байтерек
был возведен в 2003 году и по указанию президента и инициативе Нурсултана Абишевича. Его высота составляет 97 метров, что как раз таки символизирует о том, что перехода столицы от Алматы в Астану именно в 1997 году. Приезжайте в Казахстан, мы вам рады. Ох, как же захотелось побывать на родине казахов. Так красиво. А я как будто бы уже был в Казахстане. И все-таки настолько любопытно погружаться с головой в разные культуры. А я бы еще в казахские озера погрузилась. Уж очень необычно. Раз на то пошло, то я бы еще национальной еды отведать не прочь. Как хорошо, что наша республика такая многонациональная. Есть шанс познакомиться со многими народами, никуда не выезжая. Ведь это мы. Это мы, жители большой страны. Пока! Саубу! Пока.